Здравствуйте, церковь. Я рад приветствовать вас на этой пермской земле. Слава Богу. Пусть Бог обильно вас благословит. Вам привет с солнечной Башкирии, от всех жителей Башкирии, потому что приехали мы с Ренатом из Башкирии, поэтому слава Богу, что мы сегодня здесь. Давайте немножко я представлюсь. Просто меня зовут Кубагушев Рим, мне 52 года. Живу я в городе Кумертау, Башкирии. И я сегодня хотел бы чуть-чуть просто посвидетельствовать о своей небольшой жизни просто там. Смотрите, здесь написано: «Ибо ныне родился в городе Давида Спаситель, который есть Христос Господь». И Библия говорит, что не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Слава Богу, что за всех людей просто, каждому человеку, который сегодня родился на этой земле просто, каждый сидящий здесь просто, сегодня вам возвещается великая радость. На самом деле это огромная радость для каждого человека на этой земле просто. И слава Богу просто, но не всегда у нас получается, что у нас всегда там все хорошо в жизни. У меня тоже было, все началось с того, что я в 62 году родился. У нас в семье были просто мама, папа и 3 наших ребят. Первый раз, когда мне было 12 лет, папу моего посадили. И с этого момента просто моя жизнь покатилась вниз. Я быстро научился курить, быстро научился пить, быстро научился воровать. И после 8 класса первый раз меня посадили. Когда меня посадили, моя мама взяла и повесилась. Это, конечно, было вообще мне плохо от этого. Папа сидит, вот, мама повесилась, меня посадили. И был у меня младший брат еще, ему было 9 лет. 9 лет его отдали в детский дом. С детского дома отправили в спецшколу, так как он несколько раз убегал оттуда. Со спецшколы он освободился и сразу попал на колонию малолетки. С колонии малолетки он поднялся на взрослую колонию в 19 лет, уже с болезнью туберкулеза. И в 22 года умер от туберкулеза. И вот такая у него судьба. Но моя судьба тоже там, я с ним встречался по этапам, когда катались просто. Я его встретил там. И я не смог ему ничем помочь просто там. Грустно, конечно, там. И пока я сидел там, вот 5 раз пришлось отсидеть в местах не столь отдаленных. За это время я всегда хотел стать счастливым человеком, но у меня не получалось почему-то. Я 3 раза лечился от алкоголизма. Я там заболел туберкулезом. Я где-то в 25 лет я встретился со своим отцом. Там у нас есть в Салавате колония особого режима и колония строгого режима. Они вот забором отделяются. Я как-то к нему залез. Я узнал, что он там на особом режиме. Я к нему перелез. И мы долго с ним не виделись. И я увиделся там где-то через лет, много не виделись, наверное, лет 12, наверное. Обнялись там, он плачет там, говорит там: сынок, сынок, а я к нему отношусь, не знаю, как относиться к нему. Я говорю: пахан, успокойся там, мы же там такие же, как я, ты, как ты же там. И он такой плачет, какие-то нитки в карман сует, какие-то заварки сует, говорит: да это мне не надо там, пахан. Там, себе оставь там. Вот такая встреча. И где-то в 20, освободился в 25 лет, я попытался жениться. Женился, у нас родился ребенок, но я сильно запил. И почти 3 года пил. И пока пил, просто супруга: Рим, перестань пить. А я не могу освободиться. И вот 3 раза аж лечился, уже не знал. Потом все-таки посадили меня где-то в 30 с лишним лет последний раз. И вот там, в местах не столь отдаленных, просто там, да, когда уже 5-й раз сидел, я заболел туберкулезом там. И сижу мне освобождаться, и брат мне пишет: Рим, где ты был прописан? У бабушки вместе с домом. Бабушка вместе с домом сгорела вообще. Я вообще уже там. Потом пишет: пока я сидел, моя бывшая супруга, она нашла какого-то северянина Сургута и ехала с ним на север, забрав ребенка. И вообще тут у меня
Я не знаю даже, как жить просто. Со мной в проходе лежал москвич такой, он за убийство сидел. Я говорю: Володь, а он уже старый такой. Я говорю: Володь, как это дальше жить? Как ты думаешь? Он говорит: я не знаю, Рим. Если бы я знал, как жить, я бы просто тебе бы сказал обязательно. И у этого Володи, который ему там в матросской тишине в Москве раздавали вот такие Евангелия. Вот как ваша церковь называется, Новый Завет. И он говорит: у меня есть Новый Завет. Я говорю: дай посмотреть, а это что такое? Он говорит: это Библия. Я говорю: о чем это? Он говорит: о Боге просто. Я взял, раз прочитал, два прочитал, три прочитал. Я думаю, для идиотов, что ли, написано, или я, там непонятно просто там, да. И просто потом, когда на улицу вышел, просто я говорю: Бог, вообще, если ты есть, я говорю, вот так, я говорю: помоги мне, пожалуйста, просто. Не знаю там как, но, пожалуйста, помоги просто. И с этого момента просто Бог начал открываться мне в Писании просто. На самом деле Он реальный, Он сегодня живой, Он сегодня на этом месте. И сегодня Он пришел просто ради вас просто. Аминь. И вот в 98 году я освободился. Через 10 дней я такую же церковь нашел в городе Кумертау просто. Там пастор Вартан, армянин просто там, да, и там тоже так же братья славили Бога. Я пришел, покаялся, принял Иисуса Христа, и Бог просто начал могущественно действовать в моей жизни. Я на сегодняшний день уже 16 лет не пью, я не курю. Господь очистил мои уста. Слава Богу, меня Бог исцелил от туберкулеза. Почему? Потому что я получил слово от Бога, просто, что ранами Иисуса Христа мы исцелились, все немощи и болезни Иисус там понес на кресте. Все происходило там на кресте просто. Аминь. Ради имени Его прощены ваши грехи просто. И сегодня Бог просто любит вас не потому, что вы много молитесь, там, много читаете, потому что вы возлюбленные дети Божьи просто. Аминь. И я сегодня женат, у меня жена на 15 лет моложе меня, у нас 3 таких красивых детей вообще просто там, да, все, я вот темный там, да, а они все голубоглазые, все беленькие просто. Там, да. Слава Богу просто. Сегодня я являюсь частным предпринимателем, я занимаюсь там, и 1,5 года назад где-то мы купили с супругой 4-комнатную квартиру. У меня машина 10 такая, слава Богу просто. И слава Богу, на самом деле, то, что Иисус родился, это великая радость для каждого человека просто. Аминь. И слава Богу просто. И вот такой великой радостью я приехал порадоваться вместе с вами здесь, на этот праздник просто. И пусть Бог обильно вас благословит. И я верю, что сегодня, на самом деле, Бог здесь будет совершать чудеса просто. Аминь. Сегодня Бог будет просто, на самом деле, вас, любить здесь, на этом месте. Пусть Бог обильно вас благословит. Спасибо вам большое.